Это дом Дратаевского в самом центре Казани. Он построен в 1837 году. Первым его владельцем был титулярный советник Александр Дратаевский, в честь которого и назван объект. В советское время здесь были коммунальные квартиры. В 1995 году дом признали объектом федерального значения. Он попадает в программу ликвидации ветхого жилья. И в 2002 году отсюда выселяют последних жильцов. Долгие годы дом был в заброшенном состоянии. В 2021-м начали реставрационные работы. Сейчас он получил вторую жизнь. Теперь это административное здание. Здесь будет располагаться комитет по охране объектов культурного наследия. Вот такие вот у нас интерьеры мы оставляем здание. Как преобразился дом Дратаевского, сегодня увидели депутаты Госсовета. Здесь прошло выездное заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. О приоритетных направлениях охраны объектов культурного наследия депутатам рассказал Иван Гущин. Первый вопрос, безусловно, установление охранных зон для объектов культурных границ территорий, на которые распространяются обременения. Таких границ сегодня не на все объекты установлено. И это, безусловно, будет задача номер один на 2023 год. Сегодня в республике 1714 объектов культурного наследия. Не все состоят и на кадастровом учете. Это еще одна задача комитета совместно с органами местного самоуправления. Во время обсуждения Ильшат Аминов попросил комитет обратить внимание на старинный особняк на улице Тельмана в Казани, который требует реставрации. У нас с вами огромная совместная работа. В данном случае, как руководитель массовой информации говорит, нам надо попытаться, если не восстановить все, то хотя бы сохранить для будущих потомков, чтобы они потом могли это все сохранить. Если помните нашу историю по Чистополю, после наших сюжетов, там организовались группы добровольцев, нашли доски, заколотили окна, там забили двери. Фокус внимания в этом году и на историческое поселение Елабуги. Мы сегодня будем плотно в этом году заниматься историческим поселением города Елабуги. Мы будем зонировать территорию в части установления зон охраны. Это 285 объектов культурного наследия, большое число. В Татарстане сегодня 13 исторических поселений, где расположены больше половины всех памятников архитектуры. Ведется работа по выявлению и сохранению новых объектов. К ним нужно привлекать больше внимания, в том числе и туристов, считают специалисты. Очень неосвоенная территория юго-восток. Это Лениногорский, это тот же Бугульминский район, Нурлатский район. Вопрос в чем состоит? Вот раскрыть этот историко-культурный туристический потенциал. Мы больше их воспринимаем, как будто они не исторические, но это наша история. Тем более та же Бугульма, которая более 200 лет насчитывает. Естественно, здесь есть и археологические памятники. Восстановление ждет объект культурного наследия мечеть в селе Маскара Кукмарского района. Ее планируют реставрировать на деньги благотворителей. Восстановят и минарет мечети в селе Айбаш Высокогорского района. Он рухнул в ноябре из-за сильного ветра. Парламентарии рекомендовали продолжить работу по выявлению объектов культурного наследия, привлекать бизнес, а также волонтеров для реставрации памятников. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.